Айзана, добрый день. Добрый день. Рада приветствовать вас. Взаимно. Скажите, пожалуйста, то есть вы сейчас представляете архитектурное бюро АНТ Групп. Вы являетесь и дизайнером, и архитектором, или только дизайнером? Расскажите о своей роли в этой команде дизайнеров. Да, я представляю АНТ Групп. Я являюсь владельцем и директором компании. На данном этапе я являюсь только управленцем. И в каких-то масштабных больших проектах совместно с архитекторами, дизайнерами разрисовываю концепцию будущего проекта. А вы сами кто по образованию? Вообще я бухгалтер. Прекрасно. Сейчас это очень востребованная профессия. А как вы оказались в дизайне интерьера? На самом деле все очень просто. Я всегда хотела заниматься дизайном, и архитектура мне казалась чем-то далеким. У меня бабушка и дедушка врачи. И они всегда видели во мне какую-то более предпринимательскую жилку. И такие говорили: ой, что там, архитектура, дизайн, это те люди в советское время, вы же знаете, не особо-то и зарабатывали. Говорят, нищенствуй, иди на бухгалтера, всю жизнь будешь сытая. Естественно, я пошла, отучилась, но рано начала работать и работала в пищевой отрасли, в бухгалтерии. Но после замужества начался мой ремонт со своей квартиры. Естественно, я просто ушла в ту степь. Все было как? Я говорю: давай я там выберу мужу. Вот это, все в эмоциях. Он говорит: нет, подожди, я выберу. Нет, я выберу. Ремонт длился у нас почти год. Я уже была с вот таким большим пузом, злая на этом базаре Кулатова, что-то выбираю судорожно, муж все равно что-то отменяет. И я приняла решение, что я пойду на курсы и отучусь на дизайнера. То есть тогда тоже курсы для дизайнеров интерьеров были? Да, они были, но я так поняла, они не настолько востребованы были. Их практически сложно было прям найти где-либо. Я прям искала и нашла. Очень долго искала, 1,5 месяца. Потом звоню папе и говорю: папа, уже ребенка родила. Я говорю: папа, я хочу отучиться на дизайнера. Как ты думаешь? Он говорит: все, давай, дочь, иди, я в тебя верю. Я пошла, обучилась. Пока училась, ко мне пришел первый заказ. Это была компания-застройщик. У них были ликвидные квартиры, как обычно, однушки, двушки, прям в лёд уходят. 3-шки, 4-шки и совсем не очень интересные планировки, которые они долго реализовывали. Они говорят: слушайте, вот мы хотим заказать проект. Вы сможете? Я такая: да, я смогу. Начала проектировать параллельно, но из-за того, что все-таки я килинка, у меня есть свои какие-то обязанности, еще и младшая килинка, муж говорит: слушай, днем ты, значит, вот эти все обязанности, ребенок, ночью судорожно что-то проектируешь, от тебя так скоро вообще ничего не останется. Я наняла первых ребят, которые начали на меня работать. Это ребята были с высшим образованием, уже имеющие опыт в архитектуре и в дизайне. Естественно, мы запроектировали, и квартиры ушли в лед. Буквально в течение 4 месяцев все неликвидные квартиры ушли. Сколько лет назад вы пришли в дизайн интерьера? И расскажите об этапах развития своей компании. Вообще, я уже около 8 лет в этой сфере. Этап развития был нелегкий, учитывая, что вообще сфера дизайна и архитектуры для меня была что-то новое. Я до этого постоянно либо в ресторанном бизнесе, либо в ивентах, мероприятиях что-то организовывала. А тут совершенно новое что-то. Естественно, первое время мы работали в основном с частными жилыми интерьерами активно, а потом потихонечку перешли на коммерческие объекты. Был даже такой период, когда я хотела уйти совсем из бизнеса, потому что столько было заказчиков, что муж сказал: ты либо семье тоже внимание уделяешь, либо полностью в бизнесе. И первую студию я продала. АНТ Групп — это на самом деле 2-я студия. А 2-я студия уже открылась, потому что мои заказчики опять начали ко мне возвращаться. Вы пришли из дизайна интерьера в архитектуру. Ага. В общем-то, вы занимаетесь этими направлениями, тем и другим. Почему так случилось, что из дизайна в архитектуру? Мне очень хотелось создавать что-то масштабное, интересное.
И архитектура все-таки, в моем понимании, мы оставляем наследие после себя. Как минимум, 70-100 лет, как минимум, эти строения останутся, если я говорю о масштабных объектах, да, проектах. И, естественно, архитектура ко мне пришла только от заказчиков по дизайну интерьера. Им надоело, что они заказывают архитектуру у кого-то, приносят нам, а по эргономике вообще полный ноль, и нам приходится менять всю планировку. Это, представляете, планировка меняется, конструкция меняется, элементы меняются, в архитектуре что-то меняется, инженерные сети меняются. Это вот как мартышкин труп, условно, да? И они говорят: Айзана, давай ты будешь делать архитектуру тоже. Я говорю, я очень ответственно подхожу к работе. И у нас есть такое понятие, как лицензированная деятельность. Именно архитектурная часть, она лицензируется. И учитывая, что у нас особые сейсмические зоны, мы горная страна, у нас есть 3 вида лицензий. 3, 2 и 1 уровень. Я говорю, я к архитектуре приду только тогда, когда у меня будет лицензия. Он говорит, ну, в чем вопрос? Идите и получайте лицензию. Я говорю, ну как? Вот Кустрой, идите. Я пошла, естественно, посмотрела весь перечень документов, глаза увеличились x3, но мы скрупулезно собирали все эти документы, набирали специалистов. Был огромный страх того, что, ну, типа, я же в архитектуре еще никак бы не была. Заказчик говорит, не бойся, ты столько раз нашу переделывала дома. Я думаю, архитектура у тебя пойдет хорошо. И, наверное, поддержка специалистов, главных архитекторов, которые на тот момент уже меня знали, они говорили, Айзана, мы с тобой идем до конца. Вот. А когда начался такой заметный рост в вашем бизнесе и при каких обстоятельствах вы вышли на международный уровень? Ну, на самом деле, я очень ответственно подхожу к любому проекту. Я постоянно проходила обучение и зарубежных специалистов тоже. Какие-то новые фишки, что-то новое, интересное вкладываешь в свои объекты, и клиенты видят рост и положительное впечатление у них остается после нашей работы. Они начинают говорить о нас. И первый международный проект у нас вообще обратилась Турция. На удивление, да, Турция, это были отели, мы делали им дизайн интерьера. Потом Казахстан, потом Россия, потом Азербайджан, потом Грузия, потом уже Дубай. Я вот никогда бы не подумала, что Турция первая вообще к нам обратится. А расскажите вообще, как это происходит? Они, то есть, гуглили и наткнулись на ваш Инстаграм, или как это было? Нет, но на самом деле мы работали с одним клиентом, который здесь имеет свой дом, женатый, часто туда-сюда летает. У него друг владелец отеля в Бодруме, как оказывается. Мы им делали частную квартиру вообще здесь. Он говорит, слушай, вот мне так понравился интерьер квартиры, а ты хочешь дизайн интерьера? Давай с ними познакомишься. Естественно, мы познакомились. Я не ожидала, что вообще возьму этот отель и буду что-то делать. Это какой-то небольшой апарт-отель или вот... Нет, это достаточно большая гостиница. Достаточно большой отель. Мы сделали около 10 тысяч квадратных метров. Расскажите подробнее об этих проектах, которые были за рубежом. Да. То есть, если это не конфиденциально. Есть конфиденциальные проекты. Мы в Грузии тоже делали. Там есть и клубы, и отели, и жилые комплексы. В Турции в основном у нас тоже отели и жилые помещения. Вот в Бодруме у нас отель. В Стамбуле у нас жилые помещения. Это в основном квартиры шли. В Анталии ресторанчики. Люблю турецкую кухню. Как ресторанчики начинаю говорить. Да, на самом деле, я считаю, это очень важно. В бизнесе всегда встречают по одежке же. Также и в бизнесе приходят и уже чувствуют твою атмосферу перед тем, как заказали еду. А если еще еда вкусная, то это круто. В Казахстане есть коммерческие объекты и частные объекты, о которых мы не имеем права афишировать. Ну, частные имеется в виду, а коммерческие, да. В Азербайджан, да, мы летаем и активно работаем с инвестиционными фондами в Кыргызстане, проектируем для них более масштабные объекты, в том числе и промышленные тоже.
Ну вот смотрите, если у вас проект в Кыргызстане, в любом случае проще найти какого-нибудь там прораба сантехника, электрика, но когда это зарубежный проект, как вы на местах ищете кого-то? На самом деле на местах не всегда мы ищем. Есть заказчик, получаем информационную базу, я прилетаю на объект, смотрю, я всегда, какой бы объект ни был, я прилетаю, я осматриваю собственными личными глазами, потому что я должна пощупать, потрогать и знать, что делаем мы и что есть на этом объекте, потому что не всегда фотографии и видео могут передать ту живую реальность. Если смотреть архитектуру, то мы очень тщательно к этому подходим. Мы запрашиваем топосъемку, разрешительные документы, геологию, да, чтобы понимать, какая почва, какие грунты, и от этого будет зависеть конструкция. А если дизайн, то, естественно, мы тоже приходим и осматриваем здание, насколько оно безопасное, если это редизайн, да, идет. Вот, реконструкция, редизайн. И то есть вы уже ищете в разных странах местных подрядчиков? Отчасти есть специалисты, которые помогают нам в ведении документационных вопросов, но мы всегда обращаемся к консультантам высшего звена. Это есть компании, которые помогают нам по их стандартам и нормам разрабатывать. Об этом заказчик не всегда, кстати, знает. Мы напрямую уже компания. Ну, допустим, мы работаем с отелями, есть консультанты, которые работают с топ-20 отелей мира. И вот мы работаем с этими консультантами, потому что я считаю, что нужно отели делать уже такого уровня, где хочется к людям отдыхать и останавливаться. Ну, плюс путешественники, они уже привыкли к определенному уровню комфорта, и они не готовы на меньшее. Да, и я считаю, что насмотренность очень важна. Сама плюс, когда вылетаю куда-либо, во всех отелях просматриваю, насколько удобно расположены те же самые выключатели, включатели, где находятся приборы, какие цвета использованы, почему использованы. И что-то мы берем и в частные интерьеры тоже. Допустим, мастер спальни, почему включатели у кровати? Откуда пришло это все? Ну, ты пятки кремом намазал, и уже не хочется идти к двери. Да. И подскользнуться. Вы правы. Ну, просто лень. Ты если уже лег, то все. Мне интересно, вот, например, да, вы разработали проект отеля в той же Турции, и вот вы ищете сантехника. Нет. Или это не так происходит? Нет, это не так происходит. У заказчиков зачастую есть уже на месте подрядчики, которые это реализовывают. Да, но они уже по нашим чертежам, по нашим нюансам, бывает на месте прораб, который в моменте еще проектирования, он с нами работает, и мы рассказываем все нюансы. Если есть какие-то моменты, мы либо онлайн-связь, либо вылетаем. Угу. А вот есть какие-то особенности работы с этими там подрядчиками и заказчиками в Кыргызстане и за рубежом? Ну да, за рубежом знают, за что они платят. То есть дизайн — это давно уже не картинка, не просто картинка, это технический проект для удобства. Зачастую они любят использовать экологичные материалы, инновационные какие-то элементы, да, внедрять. И они знают, какие сроки реализации, да, обычно используются. И нужно на это время потратить лучше на этапе проектирования, чем в моменте застройки или ремонта потратить X2, а то X10 вообще, да, на что-то передвинуть, что-то убрать, что-то отклеить, что-то приклеить. А здесь в основном заказчики говорят: мне нужно было вчера, поэтому сегодня ты мне на картинке нарисуй, а вот у меня электрик уже вот ждет, когда я ему дверь открою. Вот реально такое бывало, и мы такие: так, стоп, дышим. У нас все не так, подождите. Потом мы будем говорить: так, лампочка была здесь, но я хочу здесь. Чтобы такого не было, мы лучше на чертежах вот несколько раз
переделаем, и вы увидите в реализации, на что у вас будет похож дом, и потом приведете электрика, который один раз проведет, и вы один раз за его услугу оплатите, чем нежели 25 раз он будет переделывать, еще в процессе ругаться, бормочать и говорить, ну, это материалов не хватило, привезите еще. А в чем особенность работы с частными и коммерческими проектами? Вот что нужно учитывать в обоих случаях? А в частных объектах зачастую заказчик хочет участвовать сам. И бывали такие моменты, мы чуть ли не жили с клиентами вместе. Просыпаемся, он с нами, мы засыпаем, он с нами. Думаю, доверяйте профессионалу, вы все равно получите классное, да? Или бывают такие, которые хотят внимания. Но в любом случае мы находим общий язык, все делаем под клиента, но с учетом видения дизайнера. Иной раз нужно прислушиваться к дизайнеру, потому что мы не просто так, допустим, выбираем те или иные материалы. Зачастую они знают, чего хотят, они знают, какой бизнес у них, и, естественно, у них уже в основном имеется определенный бюджет. Мы уже подходим с точки зрения дизайна не просто как дизайн. Если это рестораны, то, естественно, мы подключаем технологию, траекторию движения людей, трафик людей, какое будет питание, допустим, да, вот эти все нюансы закладываются не только в интерьере, но и в технической части. Вот. Если это бутики, то мы тоже спрашиваем целевую аудиторию, сегментацию. Это тоже очень важно. Но вы, имея международные проекты, коммерческие проекты, вы не отказываетесь от частных. С чем это связано? Отчасти мне нравится создавать такие интерьеры, где растут новые семьи, новые детишки, потому что я все-таки начинала со своей квартиры, и это мне напоминает все-таки свою историю отчасти, потому что люди переезжают в свой дом. Это все-таки счастье. Они хотят сделать его максимально уютным и комфортным. И хочется создавать частные интерьеры по сей день, и мы это активно создаем, что-то берем из отелей, каких-то других интересных объектов и внедряем в частные объекты тоже. Так как у вас уже есть насмотренность в проектах за границей, какие инновационные вещи там в архитектуре, в планировках, в фактуре, в дизайне, то есть вот во всем, на что вы обратили внимание за рубежом и что из этого, например, уже можно применять в Кыргызстане? Если смотреть из архитектуры, то мы внесли первое армирование грунтов. Это джет-граудинг. Активно сейчас применяется в Дубае, в Кыргызстане. Для чего это? Укрепление грунтов. Укрепление грунтов – это не сваи, однозначно. Это прям заливается бетоном, как укол, вся часть по армированию. А еще что? Из такого обывательски понятного. Ну хорошо, мы укрепляем... Армирование грунтов – это укрепление грунтов на самом деле. Мы сталкивались с такими объектами, я не знаю, вот то ли Бог хочет меня отправить Куда? В Дубай делать не только дизайн, но и архитектурное проектирование, потому что первые мои объекты были очень водные. Куда бы я ни пришла, такие вскапываем, 50 сантиметров, там вода, мы такие, опа. Это в Эмиратах? Нет, это в Кыргызстане. И они говорят, мои архитекторы говорят, Айзана, что-то у тебя такая лапа легкая. Почему у тебя везде вода? В итоге мы начали вносить новые интересные решения и активно это используем. А если смотреть с точки зрения дизайна, то это экологичные материалы, которые на долгий срок не наносят вред вообще экологии и людям тоже. В целом вы большую часть своей карьеры, как я понимаю, работаете с коммерческими проектами, нежели с частными. Отчасти, если брать по площади, то площадью выигрывают именно коммерческие объекты. То есть, если посчитать все эти объекты, мы более 400 тысяч квадратных метров сделали коммерческих объектов. Это если смотреть и Кыргызстан, и за рубежом тоже. А частные объекты около 25 тысяч квадратов.